ЭРЗИ не будет аналогов по качеству и комфорту на Северном Кавказе. Детский лагерь реконструируют на средства, выделенные меценатом Микаилом Гуцериевым. Вопросы ремонта горной здравницы глава республики и владелец промышленно-финансовой группы «Сафмар» обсудили в рамках выезда в Джейрахский район. Какие работы сейчас идут на месте, каких изменений ожидать, далее в материале. Глава Ингушетии Махмуд Али Кариматов и представители благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева посетили единственный в республике специализированный детский оздоровительный лагерь ЭРЗИ в селении Лейми Джейрахского района. Здесь за счет фонда с начала апреля ведется капитальный ремонт. О масштабном обновлении учреждения глава субъекта и основатель фонда «Сафмар» договорились во время совместного визита в ЭРЗИ в прошлом году. Кроме реновации лагеря, благотворительный фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева взял на себя обязательства по реализации многих других социально значимых проектов на территории Ингушетии. Речь идет о восстановлении башен и замковых комплексов, памятников культуры и истории ингушского народа, благоустройстве всех мусульманских и христианских кладбищ в республике, а также строительстве объектов туристической инфраструктуры. С Михаилом Сафарбековичем мы встретились. Я ему рассказал все. Он говорит, поехали. И вот когда приехали, я думаю, посмотрит он, а он пошел в столовую. Я говорю, да не надо там, как столовую. Он все прошел, он все посмотрел. И поэтому благотворительный фонд «Сафар», взялся за это, сделает, проект есть. Вот руководитель есть, представители есть. Я что хочу, чтобы, как Михаил Сафарович сказал, он говорит, один из лучших будет в России у нас. Чтобы дети приезжали, чтобы других регионов приезжали, чтобы он круглогодичный у нас был. В лагере ЭРЗИ, по словам начальника стройплощадки Евгения Вербина, уже выполнен большой объем работы. В частности, специалисты демонтировали всю старую инженерию, электрику, сантехнику и канализацию в корпусе. Вот вы перечисляете, в принципе, это заново строится, стены остаются, и то их придется приводить в порядок. Если электрик, вся сантехника, вся канализация, потом последующим, двери, окна, все. Унитазы, раковины, душевые, все полностью. Безусловно. Все оборудование. Полностью оборудование. Оборудование, кровати, матрасы, полностью под ключ. Под ключ. Под ключ. Люди должны заехать. Поняла? Да. Ты великий директор будешь со своим министром. Надо будет. В беседе с главой субъекта и генеральным директором «Сафмар Плаза» Алиханом Амирхановым он отметил, что масштабное обновление коснется всей территории лагеря. Здание, кстати, после ремонта станет выше на 1 этаж. Такое решение было принято после получения положительного заключения проектной организации. Вы изучили фундамент. Проектанты, да, дали проектанты. Заключение, то есть он выдержит все. Геопроект дал нам заключение. Да. Применительно к детскому лагерю, специфика есть. Материалы вы учитываете? Конечно, да? Конечно, безусловно. Чтобы они не фанили, не были, да? Нет. Я не специалист. Дети это наше будущее. Я не видел такого. Это все демонтируется, убирается. Это и небезопасно, главное. Самое главное, небезопасно. Да. Алихан Амирханов также акцентировал внимание на том, что основатель промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаил Гуцериев с теплом относится к родной республике, следит за положительными изменениями, происходящими во всех сферах жизни, и вкладывает значительные средства в реализацию различных проектов на территории Ингушетии. Это приоритетный у нас объект, безусловно. Глава Ингушетии поблагодарил основателя и представителей благотворительного фонда «Сафмар» за поддержку, оказываемую не на словах, а на деле. Это, по его мнению, дорогого стоит. Я хотел бы сказать, будет великолепный, приспособленный, современный, абсолютно меняется все. Для детей там очень строго должны быть строительные материалы. Они должны соответствовать требованиям потребнадзора. Это все учтено здесь. Я думаю, что с него будет всероссийский детский лагерь отдыха. Мы сегодня то, что делаем, даже не для себя, даже не детей. Это для внуков.
Детский оздоровительный лагерь РЗ расположен в уникальной горной местности. В обновленном корпусе создадут современные условия для детского отдыха. Он станет больше за счет надстройки 3-го этажа. Изменения произойдут и в пищеблоке. Его расширят и оборудуют новой профессиональной техникой. В бассейне установят кислородную систему очистки. Благоустройству территории также будет уделено значительное внимание. Благотворительный фонд планирует затратить на капремонт лагеря порядка 400 миллионов рублей и завершить работы до февраля 2024 года. Хава Султыгова, Новости 24.